давних времен на территориях, что относятся к современной Удмуртии, жили бессермяне. Говорят, их предками могли быть древние сарматы, народ, населявший во II-IX веках Нижнее Поволжье. А еще они упоминаются в числе жителей Волжской Булгарии под названием Берсула. Русские летописи XIII века фиксируют бессермян на Волге и в нижнем течении Камы. После падения Волжской Булгарии они бежали от монголо-татар в Вятские леса и с тех пор живут среди северных удмуртов. А какая же она, жизнь на бессермянской стороне, мы предложили выяснить нашим ведущим Роману и Максиму. Традиционные места проживания бессермян – это деревни и села, вдали от городской суеты, среди живописной природы, вблизи рек и родников. Зинера, а откуда берутся родники? У каждого родника своя история, есть легенда об этом роднике. Видишь, вон там сосна. Это вековая сосна, которая засохла от большой любви бессермянского парня, татарской девушки Накия. В давние времена не разрешалось выходить замуж за иноверцев, и любовь молодых разделилась. Парень очень страдал и вырезал на сосне лицо возлюбленной. Сосна словно приняла чувства молодых и начала потихоньку сохнуть. Но мать природа, видя, что происходит с сосной, решила на помощь отправить родничок, который бился из-под земли и начал пробираться к корням вековой сосны. Родник бился из-под земли, старался прямо к корням сосны пробиться, чтобы напитать ее водой. Годеє, шумі давалок, желяре, ой, желяре генену, валиками давалано, женгер гене шумі дам, жалькайно, вірайно, імі да шумвал, женгерегне, ой. И песни у бессермян мелодичные, и костюмы, что многие десятилетия заботливо хранили хозяйки, особенные. Пора бы и тебе, Роман, примерить на себя наряд настоящего бессермянина. Вот на тебе мужской бессермянский костюм. Состоит он, как обычно, из брюк мужских, рубашки. Эта рубашка уже более 100 лет. Ничего себе. Да. Ну вот, тебе нравится этот костюм? Да, я бы в школу так ходил. А теперь будем одевать костюм девочки. Он состоит из такого вот красивого платья. И также еще одевали девочка вот такую шапочку. Так я называется. Женский бессермянский костюм состоит из рубашки. В основном у нас цвета у бессермян красные. Конечно, есть немного черные, зеленые, но в основном у нас любили красные бессермяне. У Максима же сегодня задание литературно-музыкальное – снять для нас репортаж с фестиваля «Чеброс» имени бессермянского поэта Михаила Федотова. 7 августа деревня Ворца Ярского района стала центром культуры всего бессермянского народа. Именно здесь, у горы Вукабам, состоялся первый музыкально-литературный фестиваль «Чеброс» имени бессермянского поэта Михаила Федотова. Михаил Федотов – поэт, журналист, редактор, член Союза писателей. Родился в деревне Ворца.
сумел поднять удмуртскую поэзию на новую ступень миропонимания, часто обращался к бисермянской мистике, а также к поиску национальной идентичности. Написал несколько научных статей по вопросу происхождения этнической группы бисермян. Емкое слово «чеброс» сложно перевести на другие языки. Означало оно пожелание доброй дороги и благополучного возвращения путникам в родной дом. Фестиваль проходит в первый раз, то есть наш первый опыт. То есть при этом мы считаем, что смогли сразу же выйти уже на республиканский уровень. То есть очень много делегаций с различных районов. Гостей праздника ожидали интерактивные площадки и мастер-классы, выставка удмуртских печатных изданий, дегустация блюд национальной кухни, а также финал конкурса чтецов произведений Михаила Федотова и дегустация ухи по рецепту самого поэта. Вот так под пение и разудалые танцы завершается еще один день наших героев в бисермянской деревне. Что же будет дальше, расскажем в следующей серии проекта «Бисермян пал. Бисермянская сторона».